Уважаемые коллеги, весенняя сессия Народного собрания Республики Ингушетия 2020 года объявляется открытой. С началом весенней сессии в зале парламента подчеркнули значимое событие этого года для каждого гражданина страны – послание президента России Федеральному собранию. Заместитель председателя парламента Асхаб Сукиев отметил, что проблемы, обозначенные в нем, актуальны и для нашего региона, а их решения от депутатов ждут избиратели. Депутатам предстоит рассмотреть и принять более 40 законопроектов, среди них как федеральные, так и республиканские проекты законов. Народные избранники настроены на насыщенную сессию. Открывая заседание, обозначили главные задачи, которые ставят перед собой: повышение уровня жизни, снижение бедности, улучшение жилищных условий и снижение безработицы. Важным аспектом ежедневной работы является конструктивное сотрудничество с главой и правительством республики. При этом, повторюсь, особое внимание необходимо уделять выработке совместного решения по социально значимым вопросам, связанным с социальной, образовательной сферой, с вопросами культуры и здравоохранения. То есть теми направлениями, которые напрямую касаются непосредственно повседневной жизни наших избирателей. 68-е заседание Народного собрания 6-го созыва начинается с предложения о внесении изменений в закон о формировании органов местного самоуправления в Ингушетии. Как следует из правовой позиции Конституционного суда РФ, нормативный и реальный срок полномочий выборных органов может не совпадать, в том числе в случае досрочного прекращения их полномочий. Так, в соответствии с республиканским законом, срок должностных полномочий главы местного самоуправления не может быть менее 2 и более 5 лет. Такая норма нарушает принцип равенства всех перед законом и судом, так как в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, ранее избранного на эту должность на 4 года, срок вновь избранного будет меньше указанного, вследствие чего претенденты на эту должность ставятся в неравное положение. Просидел в этой должности год, ушел досрочно в отставку. Представительный орган, то есть райсовет или муниципальный совет, они, соответственно, избирают новую главу. То есть остается 3 года окончания срока представительного органа. И, соответственно, глава только 3 года может только находиться в должности, и все. А если его избирают, до конца срока полномочий районного совета? До конца срока, да, и все. Принятие этого законопроекта будет способствовать устранению существующей на сегодняшний день правовой неопределенности. Одним из ключевых вопросов повестки дня стал и закон о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. На заседании предлагают внести изменения в некоторые законодательные акты. В наименовании статьи 4 закона подлежит изложению в иной редакции. Кроме того, абзац 1 части 1 статьи 4 закона 31 РЗ действующей редакции в части установления формы заявления о включении в список противоречит вышеуказанным нормам федерального закона. И постановление, в связи с чем данный абзац в указанной части приложения номер 1 к закону закону Республики Ингушетия подлежат признанным утратившим силу. В Ингушетии по спискам на учете состоят около 1000 детей, 300 из которых круглые сироты. В ближайшее время будет проводиться жеребьевка по 35 квартирам, приобретенным в 2019 году. Как отметила заместитель Министерства образования, чтобы обеспечить их всех жильем, понадобится до 10 лет точно. Поскольку жилье приобретается из средств федерального бюджета, сумма в среднем составляет 30 миллионов рублей в год и позволяет обеспечить жильем до 35 человек. Все документы находятся в Минимуществе на данной квартире. Они переходят в специализированный жилищный фонд для детей-сирот. Затем эти документы оформляются в Министерстве строительства, и там будет заключен договор социального найма с гражданами, которые приобретают это жилье, соцнайм. В первом чтении депутаты приняли законопроект о градостроительной деятельности в Ингушетии. Он разработан Минстроем республики с целью исполнения предписания Минэкономразвития России об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности. Проектом закона вносятся изменения в статью 10 Закона Республики Ингушетия о градостроительной деятельности, предусматривающего ее дополнение абзацем следующего содержания. Проект схемы терпланирования 2 и более субъектов Российской Федерации, проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации,
подлежит согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в части их соответствия положениям, утвержденных документом терпланирования Российской Федерации, в том числе в части учета планируемого размещения объектов федерального значения. Парламентарии приняли в окончательном чтении законопроекты о внесении изменений в закон Республики Ингушетия о библиотечном деле и обязательном экземпляре документов, а также о культуре, предоставленные Комитетом по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. Также на 68-м заседании рассмотрели ряд законодательных инициатив президента России, Федерального собрания РФ, правительства и законодательных собраний субъектов страны. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.